Недавно состоялось послание Владимира Путина к Федеральному собранию. Предлагаем вам послушать некоторые вырезки из расшифровки слов Путина, которая сделала аналитик Таня Карацуба Сеид Бурхан. Так вот, друзья, грядет гражданская война. Это будет самое страшное, что будет на территории России. Самое страшное. Правительство уедет. Правительство и так уже виртуальное у нас с вами. Я не знаю, кто появляется в Кремле. Я не знаю, кто появляется в Белом доме. Время от времени появляется кто-то. Но в основном сейчас они все виртуальные. Они приезжают, собираются раз там в какое-то время. Даже не знаю сейчас вычислять. Полгода, 3 месяца, месяц. Матвиенко тоже приезжает со своих вилл из Италии, Испании и сюда, в Совет Федерации. Появилась, поговорила, а то мы не знаем даже, появилась или нет. Или все это виртуальное из дома, съемка и соединено все фотошопом. Ведь люди не понимают, что техника шагнула так далеко, что вот эти видеомонтажи, они настолько легкие, настолько все можно собрать воедино, вот как речь президента. Ведь непонятно, где и кто выступал. Ну, а то, что Бородино 125 километров до Москвы, и что бежал Кутузов, и не было никакой победы при Бородино, драпали, сжигали Москву. Сжигали. Зачем? А там ведь жили мирные жители. Вот сейчас вы представьте, ну просто представьте себе, это то, что вам рассказал Путин вчера. Но вы этого не представили. Imagination, то есть нужно немножечко фантазировать, понимать, ну, визуализировать его слова, так скажем. Это будет более правильно. Визуализация его слов. 125 километров от Москвы, Бородино. На самом деле бой был проигран. Просто сказали народу: великий народ, да, скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французам отдана. Я хочу вам сказать, вот представьте сегодня, недалеко от Москвы начинается бубум, бубум, и всего-то где-то в 100 километрах. И вот побежала российская армия. Куда? Москва, город, вот где спасение. И бежит, и поджигает дома ваши, взрывает дома. Только потому, что они бегут, и непонятно по какой причине. А чтобы врагу не достался город. Вы-то живете, вы мирные жители, и вам невдомек, что такое могут сотворить. Но ведь сотворил Кутузов с Москвой и стал героем у вас, кумиром. Вот этот тиран, который сжег всю Москву, людей, дворы, он лишил людей жилья. Москва-то деревянная была во многом. Он лишил людей, ну, а может быть, он и взрывал, снаряды-то еще были. А чтобы не досталось врагу, вы понимаете, о чем речь, нет? Госпиталя в Москве сжигал Кутузов, уничтожал госпиталя. А вы думаете, сейчас будет по-другому? Сейчас по-другому ничего не может быть. Закон один. Закон военного времени. Отступая, рушить все мосты и взрывать колокольни. Так было во время Второй мировой войны. Так было во времена Кутузова. А во времена Путина будет по-другому? С какой стати? Вы думаете, вот я одна такая умная, а что в Министерстве обороны этого не знают, что в Кремле этого просчитать не могут? Все давно просчитано, все давно знают. И именно это и нужно. Бунтом закончится. Ну, несколько лет будет той самой гражданской войне, когда уже сама по себе она не стихнет, когда уже некому будет друг друга убивать. Вот тогда наступит новое время, придет новое правительство и закрутит гайки. Но это уже потом, друзья. Так что вот о чем была речь президента, чтобы вы понимали, друзья. Это нужно понимать. Вот он сказал столько слов, а нужно их расшифровать. Это и есть конспирология. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан.
Ученый-химик Вилмир Заянов, который в 90-х годах рассказал миру о засекреченной советской программе создания отравляющих веществ, высказался на тему советского КГБ. По его словам, СССР управлялся через КГБ. В этом и заключается главная причина того, почему татары не смогли получить независимость. С КГБ татары не боролись, а вот в Чечне этот самый КГБ был полностью выкорчеван, сказал Вил Султанович. В то время все держал под контролем КГБ. Поэтому другого выхода тогда не было. Это удалось только в Чечне, когда они выкорчевали этот КГБ из своей республики, а татарам этого не удалось. Татары Перми высказали свое мнение по поводу уменьшения количества татарского народа. Причины, которые они обозначили, это тяжелое советское наследие, тотальная русификация, низкая рождаемость и высокая смертность татар. Но мы в то время стеснялись имени своего. Было такое время, тяжелое было для нас, для татар, в том плане, что вот какое-то стеснение было, да. Нынешнее поколение начинает забывать язык. Практически дети перестают разговаривать на родном языке, забывают культуру. Наш уже возраст, мы не можем передать это, всей тонкости, все красоты нашей культуры. Хотелось бы так, что сейчас наши дети, которые будут здесь заниматься, начинали учить нас этой культуре. То есть вот что мы уже начинали благодаря нашим детям учиться у наших детей этой культуре и языку. Я сама ходила переписью и считаю, что не все татары записались татарами. Это связано, наверное, с тем, что у нас русского населения становится все больше. В школах преподают на русском, в садике все на русском ведется, и поэтому стараются записать детей даже, что они русские. Рождаемость низкая, смертность, тоже высокая. И естественный прирост отрицательный на многих территориях. Но откуда же будет, каким образом увеличиваться численность? Татары Свердловской области тоже высказали свое мнение по поводу уменьшения количества татар. Среди причин они отметили то, что подавляющая часть татар не знает татарский язык, детей записывают русскими, да и в общем результаты переписи не соответствуют действительности. 90% татар, которые проживают в городе, запишут как русский родной язык. Потому что знание языка очень плохое. Во время переписи я знаю только одну семью. Вот у нее 5 детей. Она записала всех 5 русскими. Мы потом спрашивали, почему. Но они вырастут, сами выберут свою национальность. Государство потратило 33 миллиарда рублей на организацию этого мероприятия. Я думаю, что результаты не соответствуют действительности. Редакция «Миллиард татар» провела круглый стол в Магнитогорске, где участники рассказали, насколько сильно татар заставили стесняться свое татарское происхождение. Также жаловались на ужасное качество пособий по татарскому языку и делились своими целями пробудить у татар любовь к нашей культуре. Мы ходили в университет, делали акцию «Чак-чак-пати», раздавали чак-чак, рассказывали про себя. Молодежь, они, конечно, очень пугаются. Даже если видно, что по внешности они татары, подходишь к ним, они, конечно, пугаются, но анкетки заполняют, все это заполнили, но особого результата это не дает. Яшьләр киләләр, олы яшьтәге кешеләр, картайган кешеләр, аларны да татар телен өйрәнәселәр килә. Ләкин бездә менә бүгенге көндә әйбәт методикалар, җиңел китаплар юк. Аларны өйрәтергә. Менә монда китап бар. Сезгә таныш инде бу китап. Менә бу китапта кешеләргә өйрәтергә татар телен. Бик авыр. У меня такая есть мечта и цель пробудить в нашей молодежи любовь к татарской культуре и показать, что татарский язык, он может быть привлекательным, и музыка может быть тоже интересная и профессионально сделанная. Татары города Дубна Московской области открыли татарский центр, в который тянутся все другие национальности. Этот центр является маленьким примером того, что государствообразующим народом на самом деле являются татары.
Мы, во-первых, развиваем свою культуру, стараемся поддерживать, стараемся сплачиваться сами, а с другой стороны общаемся. Вот это самое ценное. Я даже сам, как один из инициаторов создания такого центра, настолько рад, что благодаря вот этому центру я узнал много прекрасных людей нашего города и таких позитивных, интересных вообще. И когда ты приходишь сюда, ты уходишь отсюда с зарядом. И у всех такое же чувство. Сейчас у нас появился уже, вы знаете, такой очень мощный и сильный состав нашего центра. Присоединились русские, присоединились узбеки, присоединились армяне, азербайджанцы. И уже когда мы делаем свой заключительный, так сказать, ежегодный фестиваль национальных культур, то там видно, что нас очень много. Это уже не 15, не 20, не 30 человек, а это именно сотни, от 500 и выше. В Афганистане активно строится канал Куштепа протяженностью 280 километров. Реализацией проекта занимается этнический татарин Абдулманан Аслами. Реализация проекта строительства канала Куштепа крайне востребована, особенно среди татар Афганистана. В это же время некоторым приграничным с Афганистаном странам, в частности Узбекистану, Таджикистану и Туркменистану, не нравится строительство этого канала. Они опасаются, что у них снизится уровень воды и возникнут проблемы с выращиванием хлопка. Писатель Шамиль Идиатуллин обозначил главную причину уменьшения количества татарского народа. «Во-первых, это то, что татарский язык повсеместно урезается», — сказал он. «Во-вторых, во всех средствах массовой информации, в школах, песнях и фильмах рассказывают про русских как про народ номер один. В то время как татарам есть чем гордиться, наши татары были главными людьми не только для Китая, но и для половины Евразии. Но об этом ничего не рассказывают в школах. В школах изучается история левых земель, расположенных на крайнем западе страны и даже за его пределами. Идея о том, что без Татарстана не будет и России, стала снова актуальной, как и 30 лет назад», — сказал он. Модель Татарстана в границах Татарской АССР, которые были начерчены в 1920 году, полностью устарели. Сегодня меняется вся геополитическая структура мира, и это открывает татарам возможность обретения суверенности и установления реальных границ независимого татарского государства. То есть все, что связано с духовным, политическим, нравственным, этическим, лингвистическим, религиозным вопросом, все это и есть республика, это дело. И это дело мы все вместе сейчас пытаемся реализовать. Мы пытаемся прийти к некой конечной цели, основная, главная из которых является, конечно, обретение суверенности, обретение самостоятельности. Конечно, без борьбы ничего не получается, и поэтому мы и говорим о том, что самостоятельность, обретение суверенности возможно только при наличии некой борьбы. Но сама борьба без цели тоже не может быть. Борьба должна иметь конкретные цели, мақсатлар. Һәм ул мақсатларга ирешү өчен безләргә әлбәттә стратегия кирәк. Стратегиясыз һич тә көрәшеп булмый һәм алга да атлап булмый. Невозможно двигаться, не имея никакой стратегии. Это тоже более чем понятно. То есть основной этнический массив татар живет вне пределов Татарстана. Что еще раз говорит о том, что мы должны расширять, что мы должны продвигать сейчас новые модели. Шиклярны Бульгенде, когда нарезали границы, нарезали так, что огромный массив татар оказался за пределами Татарстана. Это специально сделано, сознательно. Поэтому модель вот этого старого Татарстана, я считаю, она устарела. Устарела, потому что она стала итогом некого компромисса в 1920 году, когда нарисовали эти границы. И она отображала ситуацию того времени. Но заманасы бит үзгәрде. Вазгыят та үзгәрде. Тирә-юньдәге вазгыят та үзгәрде. Шуңа күрә без дә үзгәрергә тиешбез. Тоже должны меняться. Но что мы предлагаем в этом случае, да? Мы же не должны повторять как мантру, вот, значит, Татарстан в этих границах. Но это исторически несправедливо. Несправедливо. Масалян, я родился в городе Ульяновске.
Ульян қаласында тудым мен мәселен. Менің әтей мәселен Нижгардан, мой отец Нижегородский. Это тоже там татарские земли. Скажут, ну, Казанское ханство там не было. Позвольте, скажем мы. А как же Касим ханлығы, Городищенский городок так называемый, Касимовское ханство, в 1681 году только ликвидированы. Большие татарские земли там были. Мурзы, беи и так далее и тому подобное. Это не так, что из Татарстана туда переехали жить. Эти вопросы ведь тоже надо поднимать. Эти вопросы тоже надо обсуждать. Иначе мы окажемся на задворках, вцепившись в проект 1920 года. Или мы формируем большие смыслы, большие концепты, или мы потихонечку сходим с исторической сцены. И раз уж в этом выпуске мы вспомнили 90-е годы, предлагаем вам послушать отрывок прекрасной песни, слова которой актуальны сегодня как никогда. Это все на сегодня. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и будьте в курсе главных новостей татарского мира. Если хотите увидеть какую-то новость в следующем выпуске, то обязательно напишите нам в редакцию.